День за днем корреспонденты нашего канала следят за событиями в республике и за ее пределами. О самых главных из них и многом другом расскажем в ближайший час. Вы смотрите итоговую программу «Якутия. День за днем». Меня зовут Иван Лазаренко, и вот о чем мы поговорим сегодня. Якутяне празднуют День республики, что дало принятие основного закона жителям региона. Прямая линия с главой республики. Какие вопросы больше всего волнуют жителей и каким будет развитие Якутии в ближайшее время. 66 миллиардов рублей на переселение из ветхого и аварийного жилья. В республике дан старт второму этапу программы переселения. За 5 лет снесут более 1,5 миллиона квадратных метров аварийного жилья. Что ожидать от паводка в этом году? Как ведется подготовка к половодью и будут ли обеспечены жители чистой водой на период межсезонья, выясняли наши корреспонденты. Ежегодно в России по вине пьяных водителей гибнет более 4,5 тысяч человек. Снизит ли новый закон эту страшную статистику? В Москве завершил свою работу Московский международный кинофестиваль. Фильм Любови Борисовой «Надо мною солнце не садится» по достоинству оценило жюри и зрители. Накануне Дня государственности глава республики Айсен Николаев провел прямую линию с жителями республики. Задать свои вопросы руководителю как через телефонную линию, так и при помощи прямого включения удалось жителям Алдана, Нерюнгри, Якутска, Зырянки и других районов Якутии. Традиционно очень много вопросов было связано с социальной сферой. Это образование, здравоохранение, пенсии и зарплаты. Людей в первую очередь волновали вопросы прохождения паводка, ситуация с пожарами, реализация программы переселения и бюджет нашей республики. В начале мая я сам также с одной из таких групп вылечу в Ленск, чтобы на месте, может быть, даже с участием министра по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации Зинычева провести определенный смотр наших сил и возможностей и оценить еще раз нашу подготовку к паводку. Что касается финансовых средств, то уже финансовые резервы и на уровне республики, и на уровне муниципалитетов они сформированы. И еще раз хочу сказать, что мы сделаем все, чтобы паводок в нашей республике прошел без эксцессов. Также Айсен Николаев обстоятельно ответил на вопросы, касающиеся цифровизации Якутии, на благоустройство и строительство дорог. Кроме этого, обманутые дольщики услышали ответы Айсена Николаева по поводу завершения строительства многоквартирного дома по улице Петра Алексеева в Якутске. Мы должны сделать все, чтобы дома были построены вовремя и построены качественно. Поэтому было принято решение, и вот сейчас руководитель фонда реформирования ЖКХ Цицин у нас 2 дня назад был в Якутске, он полностью поддержал нашу позицию о том, чтобы централизовать это все на уровне республики. Сейчас создана специальная дирекция по жилищному строительству республики, которая подчиняется Министерству строительства, которая полностью будет заниматься этим вопросом. Вот, то есть организация работы по расселению жителей из аварийного жилого фонда в рамках второго этапа переселения. У правоохранительных органов нет цели возбудить массу уголовных дел или выполнить разнарядку, заявил глава региона Айсен Николаев в ходе прямой линии, отвечая на вопрос о причинах возбуждения уголовных дел в отношении глав, руководителей предприятий, школ и больниц. Он добавил, что зачастую подрядчики просят подписать акты выполненных работ, обещая исполнить все договорные обязательства позже. Он также подчеркнул, что никакой специальной акции правоохранительных органов в отношении определенного района или предприятия нет. У нас на самом деле этих дел не так много, как многие сейчас пытаются подать. Вот взять другие регионы, там таких дел просто пачками возбуждаются, и сейчас уже такого ажиотажа даже нет. Так? Дело в том, что по всей стране у нас достаточно серьезная системная работа по борьбе с коррупцией идет. И это уже не просто слова, это уже реальные дела. Так? Мы же все сами требовали этой борьбы, писали во все органы, обращались к президенту. И президент этот сигнал услышал, и по всем правоохранительным органам команда все-таки по усилению борьбы с коррупцией, по очистке системы власти от тех или иных проявлений коррупции, она пошла, и реально работа сейчас идет. Другой вопрос, конечно, что во многом вот эти случаи, которые у нас в республике произошли, они происходят не из-за того, что люди там реально что-то хотели своровать, что-то сделать. Во многом они происходят из-за все-таки элементарного такого, знаете, пренебрежения к документам. Во-вторых, хочу сказать, что никакой специальной акции по правоохранительным органам именно по Якутии нет. А то мне тут многие пишут, вы там представители только одного района там дискриминируете, или представители там
той или иной национальности, ну, чего только не пишут люди. Да? На самом деле это все чушь, да? Здесь никакого такого предвзятого отношения нет. Еще раз говорю, есть системная работа правоохранительных органов, и они в рамках своих полномочий те или иные дела возбуждают. Другой вопрос, что пока нет решения суда, приговора суда, никто не может быть обвинен в том, что это преступление им совершено. 27 апреля – это особая дата в истории Якутии. В этот день произошли сразу два знаковых события в общественной и политической жизни региона. В 1922 году была образована Якутская автономная Советская Социалистическая Республика. А ровно 70 лет спустя, в 1992 году, вступила в силу новая Конституция Республики, которая определила статус Якутии как субъекта Российской Федерации. Свой национальный праздник – День образования Республики Саха-Якутия жители республики впервые отметили в 1999 году, но он также имеет и второе название – День Конституции Республики. И об этом замечательном дне мы сегодня пригласили в нашу студию поговорить гостя. Это председатель Конституционного суда Республики Саха-Якутия, человек, который стоял у истоков якутской государственности, Александр Николаевич Кимкимен. Александр Николаевич, здравствуйте. Добрый день. В те годы, в годы создания Конституции, вы работали вместе с первым президентом республики Михаилом Ефимовичем Николаевым. И вот такой вопрос. Действительно ли созрела в тот момент наша республика к принятию своей Конституции? Или это было какое-то, как сейчас говорят, тренд, модное веяние, когда предложили национальным республикам брать суверенитет, причем была фраза «берите сколько хотите». Или все-таки действительно это на тот момент было нужно? Ну, я думаю, что действительно этот шаг принятия Конституции, основного закона Республики Саха-Якутия, был необходимым. Почему? Потому что мы вообще-то переходили в абсолютно другую формацию. Если мы ранее жили при плановой экономике, то нужно было переходить на рыночные отношения, это первое. Во-вторых, конечно же, в тот период времени, будем говорить, многие изменения происходили и на федеральном поле, и мы тогда жили еще в то время, когда нужно было поддерживать все усилия руководства Российской Федерации. Вы помните, наверное, что 12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете России, а 27 сентября 1990 года уже республика наша провозгласила Декларацию о государственном суверенитете, и основным смыслом этого документа была поддержка именно Российской Федерации как федеративного государства. Более того, я хотел бы отметить, что Республика Саха-Якутия в лице его лидера, нашего председателя Верховного Совета 12-го созыва, затем первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева, который настойчиво инициировал подписание федеративного договора. И я думаю, что именно подписание этого важнейшего документа стало государствообразующей. То есть мы сохранили целостность Российской Федерации как федеративного государства. Это очень важно подчеркнуть. И принятие Конституции, основного закона республики, оно сопряжено с тем, что, безусловно, нужно было вот именно в новых условиях налаживать жизнь. А Конституция в своих 11 главах, 2 разделах в основном определяла основные права и свободы человека, функции и полномочия органов государственной власти в лице законодательной, это Государственное собрание Ултумен, и в лице исполнительной ветви власти, тогда еще президента, правительства, и Конституционного суда. И это сегодня мы говорим триумвират власти, он очень важен. И я, конечно же, хотел бы подчеркнуть, что в этом есть несомненная заслуга народных депутатов Верховного Совета 12-го созыва, который мы величаем легендарным. Да? Почему? Потому что действительно работа шла очень серьезная, скрупулезная. Была создана рабочая группа, которую возглавлял Егор Петрович Жирков. Была конституционная комиссия во главе с Михаилом Ефимовичем Николаевым. И, конечно же, 165 народных депутатов, шли разного рода дебаты, были столкновения взглядов и так далее. Но под председательством Климента Егоровича Иванова, тогдашнего председателя Верховного Совета 12-го созыва, Конституция была принята 4 апреля и вступила в действие 27 апреля, как раз день 70-летия Якутской АССР.
Но вот сегодня ровно 27 лет с исторического события, со дня вступления Конституции в силу. И, оглянувшись назад, что можно сказать? Все ли реализовано то, что планировалось? Все ли осуществилось о чем мечталось, скажем так? Безусловно, Конституция, она определяет общее положение, и в части реализации конституционных положений принимаются законы. Да? И я хотел бы поблагодарить Государственное собрание Илтумен, всех народных депутатов, 6 созывов за их вклад в развитие законодательства. Безусловно, наше региональное республиканское законодательство достаточно эффективное. Но, конечно же, есть определенные изменения, и они связаны с тем, что начиная с 2000 года у нас есть постулат «единое правовое пространство», но нельзя его воспринимать дословно. На мой взгляд, было бы правильно говорить об едином конституционном пространстве, потому что все законы федеральные должны соответствовать Конституции Российской Федерации. А если это так, то региональные власти, они должны принимать законы, которые нужны именно жителям этого региона Российской Федерации с учетом наших сложных природных климатических условий, транспортной доступности и так далее. И с этой точки зрения Госсобрание Илтумен, на мой взгляд, как правопреемник Верховного Совета 12-го созыва, хорошо с этим справилась. И в эти дни Государственное собрание Илтумен отмечает свое 25-летие. Я с этим событием тоже хотел бы всех народных депутатов поздравить. Ну и сегодня в День Конституции Республики у вас есть возможность поздравить всех зрителей нашего канала с этим праздником. Уважаемые якутяне, безусловно, для меня очень приятно сегодня поздравить всех вас с Днем Республики. И я должен отметить, что в соответствии с Конституцией у нас есть триумвират власти. Это Государственное собрание Илтумен, это всенародно избранный глава Республики Саха-Якутия, который формирует правительство, и Конституционный суд. И я хотел бы отметить, что мы все будем делать все возможное для того, чтобы республика наша развивалась, и мы достойно встретили бы столетие Якутской республики, ну и дальше 400-летие вхождения Якутии в состав Великого Российского государства. В нашей студии был председатель Конституционного суда Республики Саха-Якутия Александр Николаевич Кимкимен. Ну а сейчас мы прервемся на небольшую рекламу, и вот о чем поговорим в продолжении программы. В республике дан старт второму этапу программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Он охватит все 36 районов. Торжественно установлена первая свая Жатайской судоверфи. Реализация проекта, включенного в программу развития арктической зоны России, начнется уже в этом году. Мы продолжаем. Это программа «Якутия. День за днем». Во Владивостоке состоялась встреча президента России и лидера КНДР. Ким Чен Ын прибыл во Владивосток по приглашению Владимира Путина. Переговоры начались с беседы глав двух государств в формате 1 на 1. Затем консультации продолжились с участием членов делегаций. Главы государств обсудили проблемы ядерного разоружения, региональное сотрудничество, а также развитие двусторонних отношений. По итогам встречи Владимир Путин прокомментировал состоявшиеся переговоры. Итогами переговоров мы все довольны, и я, и мои коллеги. Председатель Ким Чен Ын человек достаточно открытый. Самое главное нужно восстановить, и мы сегодня об этом говорили в ходе переговоров, восстановить силу международного права. Вернуться к ситуации, когда международное право, а не кулачное право определяют положение в мире, ситуацию в мире. Если мы этого добьемся, то это будет первым шагом, важнейшим шагом на пути к разрешению подобных сложных ситуаций, как та, которая сложилась на Корейском полуострове. Конечно, что такое денуклеаризация? Это в известной степени разоружение Северной Кореи. Разумеется, и я все время об этом говорил, могу еще раз подтвердить, об этом говорит и северокорейская сторона. Корейской Народно-Демократической Республике нужны гарантии своей безопасности, сохранения суверенитета. Но вот какие это могут быть гарантии, кроме международно-правовых?
Ну а столицу нашей республики на этой неделе посетил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Вместе с главой Якутии Найсеном Николаевым он принял участие в установке первой сваи Жатайской судоверфи. С 2021 года на судоверфи ежегодно будут выпускаться до 10 новых судов. Это единственный промышленный проект, включенный в госпрограмму развития арктической зоны России. И новая судоверфь должна стать опорой для развития именно этой зоны. Средний возраст судов у нас сейчас 34 года по Ленскому объединенному речному пароходству. И по другим пароходствам ситуация не лучше, а может даже сказать хуже. И, конечно, вот то, что через буквально 2 года здесь у нас появится современная судоверфь, которая будет способна выдавать 10 судов, которые будут способны работать на наших сложнейших условиях, это на самом деле спасение. Спасение и для нашего речного пароходства, и для других речных пароходств, которые работают здесь. Это спасение в целом для нашей республики. Также Денис Мантуров посетил площадки территории опережающего развития индустриальный парк «Кангалас» и круглогодичную теплицу «Саюри», производство твердотопливных котлов и полиэтиленовых труб. Также министру презентовали ювелирно-гранильный кластер. Там планируют до конца 2020 года изготовить 1,5 миллиарда ювелирных изделий и экспортировать бриллианты на 275 миллионов долларов. Востребованность как раз такого института развития, такого инструмента поддержки, она высокая, и дает возможность резидентам заходить уже на подготовленную площадку, как индустриального парка, так и IT-парка, для того, чтобы быстрее реализовывать свои идеи с нуля до индустриального масштаба. Поэтому это хороший формат. Также на этой неделе с рабочим визитом Якутск посетил генеральный директор Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константин Цицин. В ходе визита был подписан договор между республикой и Фондом по реформированию ЖКХ России о предоставлении и использовании финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. На территории 112-го квартала столицы была заложена капсула, символизирующая начало исполнения регионального проекта по переселению из аварийного жилья. Якутии предстоит переселить почти 1,5 миллиона квадратных километров аварийного жилья за 5 лет. Республика уже утвердила объемы финансирования. Это 66 миллиардов рублей на всю программу из федерального бюджета. Какой была прошлая программа и как будут переселять людей по новой, в материале Саргаланы Захаровой. Новая пятилетка переселения в стране началась до 2025 года. Порядка 1 миллиона россиян получат новое жилье. За прошлую программу в Якутии новоселье справили больше 32 тысяч человек. Самые крупные объемы аварийки в республике по первой программе предстояло переселить Нерюнгринскому району – 171 тысяча квадратных метров жилья. Но отличиться как передовым с рекордными показателями им не удалось. Подвел застройщик. В поселке Серебряный Бор строительство затянулось сразу в 11 многоквартирных домах. В столице района тоже не успевали сдать объекты до конца программы. В результате часть переселенцев получили жилье на вторичном рынке. С опозданием почти в полгода Нерюнгринский район все же закрыл программу. Якутск стоял на втором месте, 87 с лишним тысяч квадратных метров аварийного жилья. И практически в каждом доме люди жили в ужасающих условиях. Проваленные полы, крыши, дыры в стенах, холод в квартирах, сырость, выносная система. Программа стала по-настоящему спасительной для жителей. Новые условия не идут ни в какое сравнение с тем, что было. В поселке Жатай за прошлую пятилетку вырос целый энергоэффективный квартал. Первый и пока единственный в стране. Экономию жильцы уже ощутили. Очень была зима холодная, ну а тут вообще прекрасно. Вот честно говорю, прекрасно. Нам очень понравилось. Но если брать со старым домом, я, наверное, за отопление
Плачу на 40% где-то дешевле, потому что тут стоит своя котельная. Солнечные панели стоят на крышах каждого дома. Во время высокой солнечной активности экономия энергии доходит до 90%. В этих домах реализован комплекс технологических решений, направленных на снижение энергопотребления. В частности, имеется собственная крышная котельная, приточно-вентиляционная вентиляция с рекуперацией воздуха, приготовление горячей воды с использованием солнечных коллекторов и резервное электроснабжение технологического оборудования с использованием фотоэлектрических панелей. Этот опыт планирую перенять во всей стране с новой программой. Об этом во время своего визита в Якутск сказал глава Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин. Я надеюсь, что все-таки в основном будут такие дома строиться, но про удешевление мы говорили, это надо сделать типовой проект, и тем самым можно уйти от затрат на проектирование в других муниципальных образованиях. В тот же день стороны подписали документ о финансировании программы с федерального бюджета, а после заложили символическую капсулу на месте строительства крупного энергоэффективного квартала в Якутске. Его построят на 4-м километре Вилюйского тракта. Больше 100 тысяч квадратных метров жилья, 2 с лишним тысячи новых квартир. В часть из них переедут и жители аварийных домов. Программа почти утверждена, механизмы проработаны. Отличия от предыдущей немного, но ощутят их как переселяющие, так и переселяемые. Теперь договоры с застройщиками будут заключать не муниципалитеты, а единый орган – дирекция жилищного строительства. Полная финансовая консолидация денежных средств и, соответственно, потом последующий финансовый контроль исполнения тех контрактов, которые будут заключены, опять же, дирекцией с теми компаниями, которые будут участвовать в программе переселения. Это, если можно так сказать, наиболее полный технический контроль строительства объектов, которые также будут строиться в рамках государственных контрактов по этой программе. И в целом новое ведомство станет связующим звеном между всеми, кто участвует в реализации программы. Единая структура нужна для более эффективного контроля за целевым использованием средств и своевременного финансирования объектов строительства. Путь, который Республика Саха-Якутия на сегодня выбрала и централизовала заказ на уровне республика, по нашему мнению, при таких реализациях проекта и при такой небольшом времени он наиболее правильный, поскольку муниципалитетам по-любому нужна постоянная помощь, и в первую очередь даже с точки зрения подрядных организаций. Другое новшество напрямую скажется на жителях аварийного фонда. Теперь жилье будут менять не по принципу квадрат на квадрат, а по оценочной стоимости изымаемой квартиры. То есть, другими словами, люди будут продавать муниципалитету свое жилье и долю общего имущества в домах по цене, которую назовет независимый оценщик. А при получении нового жилья им придется доплатить разницу в стоимости. Этот метод уже применяли в столице республики. Однако горожан это возмутило. Слишком большими оказались доплаты. Как покажет себя механизм в новом этапе переселения, пока сказать сложно. Остается лишь предполагать. Также у людей есть альтернатива – получить за квартиру денежные компенсации. Но в приоритете перед властями все же строительство нового жилья. Мы настроены на то, чтобы компенсация денежная, она была в исключительных случаях, когда уже нету другого, так сказать, пути решить проблему расселения. Поэтому здесь тоже прошу обратить на это внимание. Некоторые переселенцы смогут по программе поменять не просто адрес и условия проживания, но и вовсе сменить район или город. Наиболее актуально это для севера и Арктики республики. В заполярных поселках стоимость 1 квадратного метра достигает 150 тысяч рублей. Все дело в сложной логистике, дороговизной доставки материалов и коротком строительном сезоне. Возможно, по северным арктическим улусам будет принято решение о приобретении жилых помещений в других улусах, в других населенных пунктах, для того, чтобы уменьшить дефицит республиканского бюджета. Нам из федерального бюджета в следующем году будет возмещаться только 70 тысяч, а остальное все у нас за счет нашего республиканского бюджета потребуется финансировать, поэтому мы хотим уменьшить таким образом расходы нашего бюджета.
Для Арктики эта программа в новинку. В прошлое северных районов практически не было. Однако сейчас она охватывает всю республику. А это больше 1 000 000 квадратных метров аварийного жилфонда. В лидерах на этот раз Алданский район. Там планируют снести 181,5 тысячу квадратных метров жилья. Новоселье в ближайшие 5 лет справит 8707 алданцев. На втором Ленск и почти 124 тысячи квадратов, на которых проживают 5705 человек. И на третьем месте Нерюнгри, который на этот раз постарается переместиться из списка двоечников программы в ряды успевающих. На всю программу в общей сложности выделят 93 миллиарда рублей, 66 миллиардов из них из федерального бюджета. Это 10-я часть всех денег, которые пойдут на переселение в целом по стране. Найти свой адрес или последить за успеваемостью районов можно на сайте реформы ЖКХ. По принципу светофора определяются отличники и двоечники программы. Зеленый – отлично, желтый – есть над чем поработать, а красный переселение идет с задержкой. Старт программе дан. Глава региона выразил уверенность в том, что Якутия справится с амбициозными задачами. Мы уверены, что мы справимся. У нас есть для этого все, и хорошие кадры строительные, и достаточно уже такая развитая система по работе по муниципалитетам в рамках расселения людей из аварийного жилого фонда. Есть хорошая система общественного контроля, которую мы обязательно будем привлекать. И уже работа сегодня идет. Дирекция по жилищному строительству, я уверен, что уже в ближайшие буквально недели, месяцы начнут уже объявление конкурсов по тем или иным муниципальным образованиям для начала реализации данной программы. Цели и задачи намечены, планы грандиозные. Новая пятилетка может полностью поменять облик республики и вывести ее на высокий уровень качества жизни. Саргалана Захарова, Семен Семенов, Якутия. День за днем. Сейчас мы прервемся на пару минут. Мы продолжаем выпуск. В республике продолжают проводить предпаводковые мероприятия и готовиться к наступлению половодья. Какая ситуация в этом году и стоит ли жителям республики ждать от погоды и природы неприятных сюрпризов, узнаем у нашего корреспондента Юрия Осипова. Амгинский район, 2018 год. Ни жители, ни власти, ни экстренные службы оказались не готовы ко встрече со стихией. Сотни пострадавших и миллионы рублей ущерба. Жителям пришлось бросить свои дома и спешно эвакуироваться. Старожилы признаются, что такого количества воды они прежде никогда не видели. Участники там стоят за забором, они сюда подъехать никто ничего не может. Вот в окно выпрыгивали, и вот уже это, до забора доплыли, а там уже нас МЧС забрала. Лед шел навстречу, или люди наши, эти местные гражданские. Лед уже шел, страшно было. Это было самое разрушительное наводнение в республике за последние 18 лет. Во всей Якутии был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Ущерб от паводка превысил 1 миллиард рублей. Затопило 63 населенных пункта в городском округе город Якутск, Амгинском, Татинском, Чурапчинском, Тампонском, Хангаласском, Мегино-Кангаласском, Усалданском, Намском, Кобяйском, Верхнеколымском, Среднеколымском и Усть-Майском районах. Здесь в воде оказались около 400 жилых домов, пострадали более 1000 человек. Больше всего пострадали поселки Эльдикан, Эжанцы и Кюбцы. После этого было проведено множество восстановительных работ. Аварийно-восстановительные работы были проведены на всех объектах, которые подверглись затоплению или были подвержены подтоплению. В том числе были проведены работы по восстановлению дамб в селах Эльдикан, Эжанцы, Кюбцы. В этом году эта работа будет продолжена, и необходимые мероприятия по их содержанию. На сегодня проведено более 90% превентивных работ по подготовке к паводку. Предусмотрено около 38,5 миллионов рублей. В этом году власти должны учесть все ошибки прошлых лет. Однако невозможно полностью спрогнозировать, как поведет себя стихия и по какому сценарию пройдет весеннее половодье. В республике есть горький опыт крупных наводнений, затоплений населенных пунктов. Поэтому правительство Республики Саха-Якутия планово
и широкомасштабно проводит подготовку к пропуску весеннего половодья. Весеннее половодье – одна из самых волнительных тем для жителей Ленского района. Еще не отошли воспоминания от наводнения 2001 года. В случае ухудшения обстановки, повышения уровня воды у нас выставляется 4 пожарных поста на пожарных автомобилях. То есть у нас заранее личный состав расписан. Также выставляются 2 отделения на мотолодке со средствами пожаротушения. Для безопасного пропуска паводковых вод и эвакуации привлечено более 16,5 тысяч человек, 2,5 тысячи единиц техники. Для эвакуации населения подготовлены 272 пункта временного размещения. Свое имущество застраховали уже более 1000 жителей республики, а это в 3 раза больше, чем в прошлом году. Жителей населенных пунктов, которые вошли в список предполагаемых затопленников, уже уведомили. Основательно готовятся к весеннему половодью в Амгинском Улусе. Провели учения КШУ муниципальных образований по сгону скота и, соответственно, переезд тех граждан, которые могут попасть под наводнение. Также будут проведены мероприятия, и каждое муниципальное образование уже договорился с индивидуальным предпринимателем по запасе продуктов, медикаментов и всех остальных необходимых материалов. По сообщению МЧС, паводок в этом году ожидается раньше почти на 5 дней. Все силы уже приведены в полную готовность. По прогнозам, в зону затопления могут попасть 77 населенных пунктов. Это более 30 тысяч человек. Юрий Осипов, Якутия. День за днем. Несмотря на то, что Якутия готовится к пропуску паводковых вод в этом межсезонье, остается открытым вопрос, будет ли в это время население Якутии обеспечено качественной питьевой водой. Об этом мы узнаем в материале Дмитрия Тымырова. Капитажная галерея поселка Уснера построена в 50-х годах прошлого столетия. Это единственное гидросооружение в поселке, которое на сегодня уже не выполняет свое предназначение. Само состояние каптажной галереи я бы назвал аварийным. То есть ту часть каптажной галереи, которую мы уже удалось нам пройти, это порядка 30 метров, она вся засыпана, забита илом, грунтом на 90%. Вот сейчас мы производим очистку. Что дальше, пока неизвестно. Заключение будет выдано уже после проведения работы. Капитажная галерея – это короб-коридор по дну реки высотой 1,5 метра и шириной 1 метр. Первоначальная длина ее была 120 метров. Сейчас в рабочем состоянии остались лишь около 15 метров, откуда воду выкачивают для нужд поселка. В эти дни здесь идут работы по ее очистке, подготовка к противопаводковым мероприятиям. Необходимость такая возникла в связи с тем, что уровень колодца находится ниже предполагаемого розлива весеннего паводкового уровня воды. Суть заключается в том, что мы произведем демонтаж колодца, сделаем бетонирование и поставим туда гофрированную трубу большого диаметра 2,5 метра, сделаем укрепление, отсыпку и тем самым повысим уровень колодца выше затопляемого уровня, что будет препятствовать поступлению в первый колодец паводковых вод. Сегодня водозаборное сооружение поселка Уснера просто уже не справляется со своей задачей. Во время весеннего половодья и затяжных дождей жители Уснеры вынуждены покупать бутылированную воду. Вопрос строительства нового водозабора регулярно поднимается на всех уровнях, но жители поселка пока еще не добились положительного результата. Между тем, жители села Бердигостях Горного района тоже хотят строительства водозаборной очистной станции. Питьевую воду жителям села доставляет из населенного пункта, который расположен в 28 километрах от райцентра. Нет водоскважины, поэтому водовозы таскают из села Дикимья. Сейчас весна, поэтому распутица очень большая. И техника очень медленно ходит. И вот вопрос в чем? Вопрос состоится в том, что в 2021 году хочется, чтобы здесь была в домах, в каждом доме питьевая вода, чтобы люди, доступность была хорошая. Для полного благоустройства хочется, чтобы до игр Манчары село Бердигостях решался вопрос питьевой воды.
именно по поводу вот водоскважины и водоскважин. Между тем, во многих селах, даже в тех, где есть водоочистные станции, население предпочитает бутылированную воду в центральной и вилюйской группе улусов. Так, в Нюрбе во всех социальных объектах установлена система фильтрации воды, но население покупает и употребляет только бутылированную воду. У нас в школе еще с 2010 года установлены фильтры очистки воды. В школе дети употребляют воду только отсюда. Речную воду не используем. Раньше у нас установка была совсем другая. Теперь вот с прошлого года все здесь переоборудовали. В Нюрбинском районе местная администрация решила поддержать предпринимателей, реализующих очищенную питьевую воду, чтобы в межсезонье обеспечить население чистой питьевой водой. Но по решению Нюрбинского районного совета от 23 апреля предусмотрены средства в сумме 2 миллиона 583 тысячи рублей на обеспечение малообеспеченной категории населения 3 населков очищенной питьевой водой по льготной цене на 2019 год. Финансирование будет произведено через администрацию муниципальных образований город Нюрба, Октябрьский наслег и Куньядинский наслег. В целом, как отметили в МинЖКХ республики, в этом межсезонье в районах и улусах республики будут действовать те механизмы обеспечения населения чистой питьевой водой, как и в предыдущие годы. Вот в этом межсезонье будут ли жители Якутии обеспечены качественной питьевой водой или нет? В этом году нет, индикаторов у нас таких не будут. Конкретно говорю. Вообще, в целом, забор воды, да, когда произошла вот именно авария по Вилюйской группе, да, то забор воды у нас осуществлялся от альтернативных источников. То есть рядом стоящие возле населенных пунктов с озер, да. И еще у нас приобретался транспорт, то есть Алроса приобрела транспорт для нужд, для нескольких населенных пунктов, для нужд именно Вилюйской группы. В Якутии с этого года начнется реализация 2 госпрограмм по обеспечению населения чистой питьевой водой, национальная программа «Экология» и региональная «Чистая вода». Финансирование будет выделено на строительство и реконструкцию водозаборных и водоочистных станций. На сегодняшний день мы разработали техзадания на приобретение и поставку спецтехники для данных населенных пунктов. В настоящее время прорабатывается вопрос по техническим решениям по приобретению установки модульных водоочистных сооружений. Общий объем финансирования региональной программы «Чистая вода» составляет порядка 900 миллионов рублей. В каждом районе проводятся работы по инвентаризации объектов водоснабжения. Уже на следующей неделе эти данные будут предоставлены в Минстрой России. Куда и на какие цели эти средства будут направлены, будет известно лишь в сентябре этого года. В мае месяце Минстроем России будет утверждена методика по разработке региональной программы «Чистая вода». И до 1 сентября текущего года программу мы разработаем, куда будут включены объекты, которые на ближайшее время мы будем реализовывать и реконструировать по данной программе. В текущем году объем финансирования по данной программе составило 107 миллионов рублей. Эти средства министерство направит на строительство водоочистной станции в Алекнинском районе. Сумма проекта в целом около 300 миллионов рублей. Мощность объекта 2000 кубов. Первым этапом это планируется приобретение оборудования на 107 миллионов рублей. Второй этап – это уже в 2020 году строительно-монтажные работы и так далее. Между тем, Роспотребнадзор Якутии усиливает работу по контролю качества питьевой воды по всей территории республики. Это проводится с целью контроля качества воды, при ухудшении которой принимаются меры в целях недопущения возникновения и распространения инфекционных заболеваний. Вопрос обеспечения населения чистой питьевой водой стоял всегда, но особую актуальность она получила лишь после только загрязнения реки Вилюй в прошлом году. Сейчас этот вопрос стоит на первом месте, ведь от качества питьевой воды зависит и жизнь, и здоровье жителей республики. Дмитрий Тымыров, Роман Савинов, Василена Федотова, Виолетта Засимова. Якутия. День за днем. Сейчас мы прервемся на пару минут и смотрите в продолжении программы. Определены финалисты чемпионата WorldSkills Russia, кто будет представлять нашу республику на соревнованиях в Казани. «Надо мною солнце не садится» – фильм о Любови Борисовой по достоинству оценен на Московском международном кинофестивале.
Мы продолжаем. Это программа «Якутия. День за днем». Стали известны имена якутян, которые представят нашу республику в финале чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia. В финал прошли 24 участника, из них 5 юниоров и 1 конкурсант в компетенции «Навыки мудрых». Подробнее в сюжете Анастасии Даниловой. Напомним, что сборная республики в отборочном этапе состоит из 194 человек, которые приняли участие в 20 регионах страны. Подведены еще не все итоги отборочного этапа. Результаты других компетенций будут подведены до 10 мая. Однако имена некоторых участников, вышедших в финал, уже выявлены. Одна из них – Кристина Пак, финалист компетенции «Кондитерское дело». В конкурсе «Молодые профессионалы» участвуют не в первый раз. Я уже участвую 3 года, все никак не могу дойти до финала. Не то, что до финала. Я первый год участвовала, не могла дойти до регионального среди Якутска. Второй год участвовала, тоже не могла дойти. И вот на третий год уже все решилось. Это последний год мой, когда я учусь. Просто хочу показать себя, хочу выпуститься отсюда, чтобы меня запомнили. У каждого свой путь к победе на чемпионате. Кто-то годами работает над своей техникой и целенаправленно идет к завоеванию первого места. А кто-то с первой попытки прорывает себе место в финале. Иван Федоров – студент первого курса Якутского коммунально-строительного техникума. Честно признается, удачу притянул без особых усилий. Некоторые были быстрее и хорошо работали. Меня мотивировали. Хотел проявить себя. Участвовал на региональном, первое занял. Потом сказали в Москву, там тоже выиграл. И сейчас в Казань, там тоже выиграю, наверное. Между тем, финалистов определяли опытные эксперты. В каждой компетенции строгие критерии. Конечно, было. У меня в группе были несколько таких ребят, которые имели более математический склад ума. Как всегда говорят, при строительстве должен быть именно математический склад ума. Он хорошо умел читать чертежи как такового, и у него очень большая скорость. Вот по этим качествам я выбрал 3, и они выступали, и Ваня оказался лучше. Все 24 конкурсанта из Якутии, которые прошли через отборочный этап, получили путевку в финал чемпионата России, который состоится в Казани с 20 по 24 мая. Напомним о результатах прошлого года. Наша республика завоевала 5 медалей и вышла на 16 место в рейтинговой таблице чемпионата. В этом году участники намерены привезти еще больше трофеев. Анастасия Данилова, Георгий Григорьев, Якутск. А люди в белых халатах – одни из самых востребованных во всех регионах России, во всех районах республики. В Ленском районе нехватка специалистов практически ликвидирована. Каждый год в Ленскую больницу приезжают выпускники медицинских вузов, обучающиеся от департамента республики или от районного муниципалитета. Приглашает руководство специалистов и из других регионов. В прошлом году 20 врачей прибыло в Ленский район. С некоторыми из них встретилась Анна Кожевникова. Первенец у Юлии появился на свет раньше срока. Именно профессиональный тандем акушера-гинеколога и детского педиатра помог справиться маме и новорожденному со всеми трудностями. Роды принимала у Юлии молодая врач Анастасия Щепкова. Очень добросовестно относится к своей работе, с человеком приятно. Что-то спросить всегда скажет, что-то поможет. На руках этого врача с начала года уже появился 71 младенец. Все 11 муниципальных образований, 18 населенных пунктов в зоне ее ответственности. К моему, наверное, счастью, таких прямо тяжелых случаев не было. Какая-то экстренная ситуация, которая подлежит кесаревому сечению, то есть ночью, выходные, в любое время суток, да, я приезжаю сюда, то есть бывают такие. У меня уже были такие случаи, да, когда я приезжала сюда ночью, и мы шли на операцию кесарево сечения. Анастасия приехала в Ленск в прошлом году, но за ее плечами опыт работы в Иркутском городском перинатальном центре. Коллектив принял очень хорошо. Действительно тоже был такой страх, что новые люди что-то там, например, не будут давать, не учить. Наоборот, и заведующая, и вообще старший, средний медицинский персонал принял очень хорошо. Совершенно незнаком с Ленском до недавних пор был врач-отоларинголог. Он прибыл из столицы Бурятии, где окончил медицинский институт. В Улан-Удэ он работал в республиканской клинической больнице. Несмотря на небольшой стаж, Ленчин Дашиев уже самостоятельно проводит операции. Впервые за последние 10 лет в Ленской ЦРБ возобновились лор-операции. Теперь, чтобы удалить аденоиды детям, не нужно ехать в Якутск. В дальнейшем, я думаю, будет развитие эндоскопической хирургии нашей.
в Ленском районе, потому что нуждаются люди в малоинвазивных операциях, также нуждаются люди в реконструктивных, то есть косметические дефекты тоже нуждаются в операции. Если в 2017 году в Ленский район приехали 9 врачей и уехали 11, то в минувшем году прибыло 20 врачей. И это радует. Теперь нет проблем с гинекологической и акушерской службой. В женской консультации появилось 2 гинеколога. Укомплектованы и другие службы. Служба анестезиологии и реанимации. У нас приглашены 3 специалиста, которые работают в нашей больнице, что позволило нам увеличить оперативную активность, доступность оказания оперативного лечения как больным хирургического профиля, так и травматологического. Терапевтическую службу Ленской поликлиники в этом году пополнили сразу 5 врачей. Таким образом, работает 8 участков. Теперь попасть к терапевту на прием нетрудно. Еще 2 вновь прибывших терапевта отправились в Витим и Пеледуй. В этих отдаленных поселках проблемы с врачами также урегулированы. Условия для жизни – это одно из главных требований при трудоустройстве в Ленске вновь прибывших специалистов из других, более развитых регионов. Достойная заработная плата и, конечно, жилье – основополагающие факторы. Администрация оплачивает ЦРБ, оплачивает половину стоимости аренды квартиры. Молодые специалисты также встают на учет по муниципальной программе обеспечения жильем работников бюджетной сферы. Мария получила сертификат в рамках этой программы на 400 тысяч, взяла кредит и приобрела жилье. Для молодых специалистов важен и досуг. Врачи Ленской ЦРБ, несмотря на плотный график работы, объединяются в молодежные команды и участвуют в различных районных соревнованиях. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Денис Семенов, Ленск. В Москве накануне завершился международный кинофестиваль. Он имеет высший статус класса А. Таких в мире только 15. Вся республика болела за нашу землячку Любовь Борисову и ее фильм «Надо мною солнце не садится», который попал в конкурсную программу и был очень тепло принят публикой и критиками. Чем завершился этот кинопраздник, узнаем из репортажа Максима Кардозу. На целую неделю Москва стала центром мирового кино. Десятки стран, 250 картин в программе. И уже с уверенностью можно сказать, что Якутия во 2-й раз подряд стала частью этого грандиозного фестиваля большого кино. Вот так начинался кинофестиваль для наших земляков. Красная дорожка, вспышки фотоаппаратов и пристальное внимание. До прошлого года многие думали, что Якутия – это северная, далекая республика с алмазами и оленями. А там еще, оказывается, и кино снимают. Да такое, которое фору даст многим иностранным шедеврам. Например, так закончился прошлогодний московский кинофестиваль. The Lord Eagle di Edward Novikov. E chiamo il produttore, the producer Dmitry Shadrin. В этот раз на конкурс привезли яркую и трогательную ленту под названием «Надо мною солнце не садится». Про парня, который пытается придать жизни старика новый смысл. Кино сняла режиссер-дебютант и самоучка Любовь Борисова. И сразу в яблочко. Оно и неудивительно, съемочный процесс для группы был в удовольствие. Я прямо все время радовалась, что все складывается удачно. Даже море Лаптевых. Каждый день показывал свои лучшие виды, и мы просто подстраивались и снимали все, что нам уготовано. И даже погода, лето стояло целый месяц, солнечные дни, потому что местные зрители очень удивлялись, как это так. Во время премьерного показа этой ленты в зале был настоящий аншлаг. Все ждали от якутов второго чуда. И получили. Во-первых, женщина-режиссер. Весь мир сейчас смотрит на женщин-режиссеров, который рассказывает историю не про женщину, а именно про мальчика. И рассказывает ее с каким-то очень сугубо женским взглядом, с женским пониманием. А вот еще одно мнение от кинокритика. Это очень позитивное кино. Такой глоток чистого воздуха. Очень, я бы сказал, даже, наверное, акварельный. И в то же время с какими-то такими, немножко и суровыми красками. И в то же время очень светлыми. Пристальное внимание кинокритиков и зрителей было приковано не только к режиссеру, но и к актеру. 74-летний Степан Петров приехал на фестиваль уже во 2-й раз. Он играл в нашумевший «Царь птицы», а теперь еще и оформил фестивальный дубль. Такая результативность даже не всем голливудским мегазвездам по зубам.
Кино сниматься, некоторым, наверное, как говорится, хорошо, некоторым тяжеловато. Но я предпочел бы спектакль играть, чтобы со зрителями вот так сразу чувствовать, понимаете? Конкуренция на Московском кинофестивале невероятная. Сказать, что на конкурс попасть трудно, это ничего не сказать. Из сотен картин со всего мира выбрали лишь 13. И в этот раз фильм из Якутии завоевал сразу 2 приза. От международного азиатского жюри, а также приз зрительских симпатий. Сегодня я, на самом деле, очень горда тем, что нам достался приз зрительских симпатий, потому что это означает, что фильм имеет очень большой потенциал, потому что именно зрители голосовали, и самый максимальный балл достался нам. То есть я надеюсь, что мы выйдем в прокат не только в республике, но и пошире, по России. Уже есть некоторые договоренности даже. Главный приз ММКФ 2019 улетел в Казахстан. Выиграла картина режиссера Фархата Шарипова «Тренинг личностного роста» про клерка, переживающего кризис среднего возраста. Правда, эксперты уверены, шансы были и у якутского фильма. Картина этого года совсем не похожа на картину, которая получила гран-при в прошлом году, но была с первых же дней любимицей массовой аудитории, получила приз зрительских симпатий, что, может быть, немножко помешало ей получить другие призы, потому что все считают, что она уже свое получила. Современное якутское кино появилось 27 лет назад, и за этот период оно проделало невероятно большой путь. И можно смело говорить, что в нашей республике сегодня умеют снимать как кассовые, так и фестивальные хиты. Я хочу благодарить от водителя вплоть до режиссера. У нас есть команда плыть в этот большой океан. Мы сегодня доказали о том, что случайность не случайно, это не было случайно. И это уже тенденция. Московский международный кинофестиваль завершился. Через пару часов эту красную дорожку свернут, разберут баннеры, погаснут софиты. Но ровно через год этот праздник повторится. И будем надеяться, что на нем будет присутствовать большое якутское кино. Максим Кардозов, Виктор Олесов. День за днем. Москва. Вы смотрели программу «Якутия. День за днем». Именно такой была эта неделя. Корреспонденты нашего канала продолжают следить за развитием событий. В студии работал Иван Лазаренко. Я благодарю вас за внимание и до встречи в эфире.